Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І з намі ізноўку наша экспертка па міжнароднай палітыцы, кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова. Добрый дзень, спадарня Роза. Добрый день. Я адразу хочу папярэдзіць наших слухачоў і гледачоў. Ну, па-першае, што ў нас трошачку змяніўся графік, і мы са спадарыняй Розай будзем зараз сустракацца. Ну, калі раптам што-нибудь не здарыцца, то па серадах. Мы да гэтага сустракаліся па панядзелках, вырашылі трошачку змяніць з пэўных прычынаў такі вось графік. Па-другое, я нагадываю ўсім пра неабходнасць падпісацца на телеграм-канал, на Threads, на Facebook, на Instagram, на ўсё, што толькі можна і дзе толькі ёсць спадарыня Роза, каб сачыць за тым, што яна там посціць, якія думкі выкладывае. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё і YouTube канал Розы Турарбекавай, тому что наколькі я разумею, наколькі я зразумеў з апошняга каротенькага відосіка, які вы выклалі ў сябе ў сацыяльных сетках, вы сказали: фух, скончылі. Так что ў хуткім часе чакаем вашага курсу лекцыі по ісламе. Так, ну не ў сакавіку, а ў красавіку насамрэч, потому что зрабіць відео это одно, а зрабіць як бы готовы продукт это зусім іншае, таму трэба пачакаць. Мне патрэбен час, как гэта дарабіць, вось гэты відэокурс. Но съёмкі все уже так, яны скончаны. І там і вы бачылі. Да, так что віншую вас з заканчэннем менавіта вось такой галоўнай працы асноўнай. Зараз ўжо нейкія тэхнічныя моманты, все кажуць, давядзенне да ладу, і чакаем, потому что мне ўжо тут калі ўжо, я говорю, ну што ж вы мяне пішаце, пішыце ў каментарах, вот тут рэдце ў тым же самым спадарыня Розе, хай яна вам адказвае. Спадарня Роза, добра, пакуль мы чакаем ваших лекцый на вашем YouTube-канале, на які мы загадзя заклікаем усіх подпісацца, звернемся да сітуацыі у Іране. Що ж таки, вам блізкая тэма, вы за гэтым мало таго, што сочыце, але і разбіраецеся у гэтай сітуацыі. Тое, што адбываецца сёння, вось выбар усё ж таки новага кіраўніка, і выбор без удзелу Трампа. Ён же ж там хацеў, каб яго зрабілі таксама аяталой, каб ён узяў удзел у гэтым працэсе выбараў, гэтак далей. І увогуле на сённяшні дзень там курды, спадзевы на тое, што яны зойдуць, пачнуць усё вырашаць это наземную аперацыю, прызнанне, што ўсё ж такі яны хацелі, каб вот змена кіраўніка, і тады ўжо ўсё пайшло налажвацца. Ну такі, як вы тады вельмі так адрэагавалі на мае словы пра венесуэльскі сцэнар, але я так разумею, што ўсё ж такі спадзевы у Трампа былі, што вот зараз ён далучыцца да выбараў новага кіраўніка, выберуць так, на каго ён пакажа пальцам, і працэсы ўсе пайдуць, як вот пажадана Трампу і ЗША. Што адбываецца на сёння там? Вот як вы ацэньваеце сітуацыю? Насамрэч ситуация выглядит тупиковой, потому что ну, я маю на увазе іранскі бок, яны не здольныя на тыя як бы крокі, якія ад іх чакаецца амерыканская адміністрацыя. Нават амерыканская адміністрацыя з майго пункту гледжання ўсё ж таки не вызначылася са сваёй мэтай, што ім патрэбна дакладна. Ім патрэбна знішчэнне ракетнай праграмы, гэта адно, а зрынуць рэжым это ввогуле другое. Паўплываць на рэжым, каб ён трансфармаваўся, гэта ввогуле такая, і это утапічная цель, мэта, яна недасягальная. Таму як бы вось мы бачым зараз тое, што бачым. Я маю на увазе абрання этого Рахбаром Маджтабу Хаминеи, сына загинувшего, да, я маю на увазе того предыдущего аятоллу Хаминеи.
І ў гэтым выпадку мы можам убачыць як это больш жорсткія меры з боку рэжыма адносна свайго насельніцтва і адносна знешняй палітыкі таксама. І мы бачым нават зараз вось гэтыя удары і таксама падрывы судоў у Армузскім праліве. І мы бачым таксама, што нягледзячы на тое, што адпавядае зараз амерыканская адміністрацыя, што вось іранскі флот там знішчаны і гэтак далей, насамрэч на сённяшні дзень уже вядома, што 17 гражданскіх судоў пацярпелыя. Вось і тое, што Трамп гарантаваў як бы суправаджэнне вываза нафты з персідскай затокі, гэта гарантыя не працуе, потому что 17, я повторюсь, 17 судов пашкоджаныя, і усе экспарцёры кампаніі яны ведаюць гэта, і это с моего пункта зрения это еще такая проблема доверия тем словам, которые произносит американская администрация. Они очень многие вещи либо преувеличивают, либо скрывают, потому что вот даже касаемо ракетной программы, да, наверное, часть ракетной инфраструктуры, связанной с этой программой, в частности, там пусковые установки, да, или там хранилище, где эти ракеты находятся, я, честно сказать, не знаю, вот, уничтожено, потому что, например, я вот сейчас только что посмотрела материал относительно ракетной программы Ирана, вот подсчет, который произошел после 12, так называемой 12-дневной войны, ну такое странное название для фактически военно-воздушной операции, в июне, которая была 25 года, по самым оптимистичным оценкам со стороны Израиля, в половину была сокращена, да, в половину был уничтожен ракетный потенциал. Это означает, что вторая половина на начало операции была. Это из 3000 баллистических ракет, где-то 1500 в феврале, в начале марта 26 года еще были. Сейчас что остается, пока неизвестно. Я бы не стала сегодня так уже полностью доверять ни той, ни другой стороне. Сейчас идет откровенно информационно-пропагандистская война. И та, и другая сторона заявляет о том, что как бы максимально нанесли они ущерб противоположной стороне. Особенно это касается американской и израильских сторон. Они прямо вот как бы недавно буквально заявляли о том, что в основном американская сторона заявляли о том, что фактически военный потенциал почти полностью там, или полностью уничтожен. Ничего подобного, судя по тому, что происходит в Ормузском проливе, ничего такого не происходит. Уже не говоря об усиливающихся ударах по странам Персидского залива. Вот, что касается Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, вот, все они находятся под прицелом иранских ракет, которые, по всей вероятности, они еще есть, и их немало. Это означает, что данная война в рамках вот этой воздушной, да, операции, она может продолжаться еще достаточно долго, с очень серьезными как бы последствиями, потому что объектами становятся банки. Вот буквально сегодня было объявлено, да, со стороны иранцев, что они намерены отомстить за удар по зданию Государственного банка Сипах в Тегеране. Ну, это как наш Центробанк, да. Вот, ответить ударами по отделениям американских и израильских банков в странах Ближнего и Среднего Востока и рекомендуют всем, кто находится сейчас в странах залива, находиться в радиусе 1 километра от этих банков, дабы не попасть под удар и не погибнуть. Вот. Количество погибающих, да, умерших в результате американских и израильских авиаударов среди гражданского населения возрастает, потому что удары приходятся по Тегерану, по пригородам Тегерана и также другим городам. Вот. При этом вы видите, что является объектами. Объектами являются там не только военные объекты, но и гражданские. Вот банк считается все-таки гражданским объектом.
Вот. И, в общем и целом, достаточно грустная картина. Я имею в виду, идет эскалация, при этом эскалация идет нет цели, неясная цель. То есть если речь идет о свержении режима, то пока не видно, как бы, каким способом они будут это делать, осуществлять. Просто бомбами сверху это надо, я не знаю, еще сколько бомбить, да, Иран. Много, долго придется бомбить. Придется разрушить много и очень много людей убить, да, буквально, да, как это было в секторе Газа, например. Что цель была объявление уничтожения этого Хамаса, а в результате погибали, естественно, мирные граждане, где-то в районе там десятки тысяч погибших мирных граждан. А вот в случае с Ираном будет больше, чем десятки тысяч, по всей вероятности, если как бы динамика сохранится, если Трамп не придет к выводу о том, что он победил, не знаю, на основании какого-то там критерия своего, да, это совершенно не очевидно, на самом деле, что он победил там, объявит о своей победе и как бы удалится восвояси. Вот, и они прекратят военную операцию таким своим решением. Режим не изменится, не трансформируется, режим пока, к сожалению, проявляет такую достаточно серьезную, держит удар, вот, и проявляет свою агрессивную природу, да, вот они не сидят и не ждут ничего, они просто отвечают, причем отвечают, ну, достаточно неэффективно, но в общем и целом. Массированные удары также наблюдаются со стороны Ирана. Поэтому говорить об уничтожении, полном уничтожении военного потенциала Ирана, это была ложь со стороны США. Это неправда. Армузский пролив небезопасен, 17 судов уже повреждены. Сегодня ночью было повреждено еще 3 гражданских судна в Армузском проливе. Вот. Но вы знаете, что позавчера, по-моему, было объявлено со стороны Ирана о минировании Армузского пролива. Якобы американские корабли занимаются сейчас разминированием и в то же время уничтожением этих самых иранских кораблей военных, которые занимались минированием Армузского пролива. Но, как мы с вами видим, по результатам, к сожалению, безопасным Армузский пролив назвать нельзя. Ну, соответственно, последствия всего этого. Вот, как бы мы с вами можем много обсуждать, там, особенности Исламской Республики Иран, политической системы, может быть свергнут режим или нет. Второе, это какое настроение у иранского общества. Я сегодня специально читала социологические как бы выкладки по иранскому обществу. Мы с вами можем много чего обсуждать, пожалуйста, задавайте вопросы. Давайте, может быть, про грамадства мы таксама закранем, але я вот хочу зараз зацепиться за ваши словы про тое, что Трамп вот, ну, объявит, что он перамог и сыдзе. Сапраўды, Трамп уже сказал, что вся гэтая операция максимум протягнется там 3-4 тыдні. Там, маўляў, не больш. І ўсе, ну, неяк такое ўражанне, што ўсе перакананыя, што сапраўды у Трампа ёсць нейкія там магчымасці вось у гэты тэрмін все зрабіць. Ну, Трамп жа сказаў, значыць, он зробіць. І калі ў яго сапраўды будзе такое жаданне, то ён можа как бы зрабіць альбо пры тым, калі Тегеран пойдзе на сделку, альбо, як вот вы сказали, он самоудалится, скажет, я победил, все, неважно, чым там еще закончилось, завернулся и пошел, рассказывающий усіму свету, як он там перамог режим аятол и все такое. Але як слушна написал з гэтай нагоды Владимир Пастухов, такого иранского шила в электоральным мяшку не схаваешь, а выборы наближаются, и гэта будзе мець вялікія пагрозы для Америки. И мне вось я просто процитую один сказ с допису Пастухова, и он пишет: что же касается внешнеполитических последствий для трамповской администрации, то иранский прецедент станет самым наглядным доказательством того, что, оказывается, с Америкой так можно. После этого понесется от Киева до Тайваня, не говоря уже про Ближний Восток. Желающих послать Трампа развлекательно-эротическим маршрутом сейчас везде хватает, и многие готовы дорого заплатить за это удовольствие. Так вот, калі вось гэта вось, про, як вы сказали, самоудаленне Трампа с гэтай
спецаперацыі ім жа распачатай сапраўды можа несці такія вось катастрафічныя наступствы, ну конечно не параўнальныя з трэцяй сусветнай вайной, але Ну, наступство для кого? Для его позиций внутри Соединенных Штатов? і гэта таксама, але больш за тое, што вот як Пастухов кажа, што давайте разберемся постепенно, не трэба все складывать у один кошик. По-перше, для его для его рейтинга внутри страны в преддверии этих midterms, все, я все слова забыла, эти промежуточные выборы. Да. Промежковые, да. Помешковые выборы, так. На самом деле война с самого начала, с самого початку, яна была непопулярная у американского громадства. Непопулярная, ввогуле. Но про гэта як-то так, вось, ведаеце, не шмат кто говорил про гэта, но зараз это бачно, потому что это суправаджаецца некалькімі пытаннями. Першае пытанне тое яго Трампа абяцанне адносна того, что ён не будзе пачынаць ніводнай войны. Это была частка его программы, калі ён шоў на выборы. І вось асабліва это вельмі важна для ветэранаў, якія былі у Іраке і Афганістане. Яны добра ведаюць, што там было і якія былі вынікі гэтых военных кампаній. Прабачце, я тут не могу изобразить гэтую фігуру, но вынікі супрацьлеглыя тым, якія чакаліся. Мы про гэта уже говорили у предыдущих, да, вось этих наших размовах. И тому вось это першае. Другое, шмат грошаў было потрачено. Ну вось прямо вот там вельмі такие жудасныя лічбы зараз озвучиваются. Ну, зразумела, чтобы подтянуть весь флот, подтянуть все вооруженные силы, вот эта вот громада, да, которая там была подтянута, потом это массированные ракетные удары, пошкодженные будинки американских посольств, консульств, теперь уже, может быть, и банков в регионе, да, погибшие американские военнослужащие. Недовольство, я думаю, что есть недовольство со стороны партнеров в Персидском заливе. Они были против этой войны. Почему? Потому что они знали, что с ними произойдет. Они знали, какой ракетный потенциал у Ирана, и что они под раздачу попадут первыми. Я имею в виду Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и Оман. Вот, и Кувейт, да, забываю все время, там тоже как бы серьезные были такие удары. И у них противовоздушная оборона, она не выстроена на самом деле, это тоже было видно, потому что, например, аэропорт Дубая вообще прям просто стал такой целью нескольких ударов по аэропорту. Вот, это не то же самое, что у Израиля железный купол, у них такого купола нема. Вот, и тому яны як бы лабіявалі вось гэтае рашэнне адносна того, что не трэба пачынаць гэтую вайну, а калі трэба, то ўсё ж таки там, ну, трэба абыходзіцца там 3-4 дні, да, там, і ўсё. А зараз вы бачыце, якія 3-4 дні уже колькі 2 тыдні уже прайшло. Вот, и идет 3-й тыдзень, и вот все по нарастающей. То есть нет как бы признаков того, что как-то там есть какой-то свет в конце тоннеля. Вот вы говорите про это урегулирование, возможно, там какое-то соглашение с новым каким-то там руководством Ирана, какое-то новое руководство Ирана, сын погибшего Аятоллы Хаминеи. Как с ним можно договариваться? С ним сложно договариваться. У него за спиной стоит корпус стражи исламской революции. Плюс эти самые 88 муджтахидов, которые, конечно, объявили джихад. Это понятно. С кем договариваться? Договариваться не с кем. Там единственный более или менее умеренный был умеренный, потому что очень сложно называть такого человека умеренным. Я имею в виду президент Ирана Пазешкиан. Он считался одним из самых умеренных. Это один из самых умеренных сегодня в иранском руководстве. Вот, поэтому какая цель у Соединенных Штатов? Цели не достигнуты.
А ракетный потенциал Ирана таков, что на сегодняшний день они продолжают массированно обстреливать и американцев, и их союзников. Вот, режим не сменился, более того, режим ужесточается в военное время. Вот, по таким руководствам. Какие признаки достижения целей? Есть признаки. Кроме разрушенных объектов инфраструктуры, больше никаких. Я не думаю, что американскому обществу можно преподнести разрушенные объекты инфраструктуры в Иране как блестящий результат этой операции. Потому что если там сравнить, например, сколько было потрачено средств на то, чтобы их уничтожить, по сравнению с тем, сколько было, как это сказать, пошкоджено, да, побито, да, зданий американских и американских военнослужащих, которые так само погибли. Тут вопрос, оправдывает ли цель средства? И какая это цель? А достигнута ли эта цель? Пока ответа нет. С моей точки зрения, я, например, ответ дать не могу. Это первое. То есть у Трампа снижается, я думаю, его рейтинг внутри страны благодаря вот этим двум вещам. Первое, его предвыборные обещания, он их не выполняет, он начал новую войну на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это, знаете, такая заноза уже для американского общества. Второе – это потраченные средства, а цель? А какая цель? Достигнута она? Он же заявил там о капитуляции, да, режима, о смене режима. Вот, ничего такого не наблюдается. Поэтому, да, для него это не превратилось в маленькую победоносную войну, превращается, как это всегда с Ближним Востоком бывает, в одну большую проблему, и пока, кроме тупиковых моментов, ничего не наблюдается. Выхода из этой ситуации, с моей точки зрения, если бы он объявил о своей победе и улетел, как говорится, да, вместе со своей громадой, вот, это был бы лучший выход из этой ситуации. Потому что чем дальше, тем больше конфликт развивается, тем менее он управляем, тем больше он разрастается по региону, тем меньше возможности понять, с чего начали и какую цель поставили, достигнута эта цель или нет. Пока все это выглядит достаточно грустно. Кто во всей этой ситуации выигрывает? Это, конечно же, Израиль, который благодаря своему союзу с Соединенными Штатами сейчас расправляется со своим главным врагом в регионе, вернее, с его военным потенциалом. С тем, чтобы в будущем Иран не смог так быстро восстановиться, и у Израиля была бы возможность укрепить свою оборону еще больше. И Израиль заинтересован в ослабленном Иране, в разоруженном Иране. Вот, собственно, сейчас это и происходит. Поэтому выступления внутри уже консерваторов против Трампа относительно того, что Трамп использует военную силу не в американских национальных интересах, а в израильских национальных интересах, этот тезис сейчас набирает оборот именно среди консерваторов. То есть как-то там левый либерал, на них уже никто не обращает внимания. Речь идет, например, о его конфликте, как этот известный блогер, который брал интервью у Путина, Карлсон, Да, Карлсон. Вот он, что касается, конечно, ряда его известных, мага, да, представителей, там у них внутри консервативного движения, внутри движения мага нарастает раскол по этому вопросу. И если сейчас Трамп не найдет выхода из ситуации, я имею в виду, достойный финал этой кампании военной, но это может грозить ему в будущем, конечно, ослаблением позиций, его личных позиций, уже не говоря о этих выборах. Логика вот эта вот относительно этих промежуточных выборов, она диктует все остальное. Весь мир может обвалиться, но самое главное, конечно, провести эти промежуточные выборы, потому что для Дональда Трампа это вопрос в будущем сохранения его власти и его планов на следующий срок. А все остальное вторично.
Ну да, вот все ж таки як працяг, наколькі вось гэты сыход, які вы кажаце, што можа быць быў бы найлепшым выйсцем для Трампа, як ён далей, ну скажем, ну выстаяў, усе астатнія могуць успрыняць гэта Іран выстаяў, ну да, аслаблены, ну да, там загінулі там пэўныя прадстаўнікі, але Іран выстаяў, значыцца можна ў прынцыпе не асабліва звяртаць увагу на гэтыя вот панты ЗША, Трампа і ўсяго астатняга, а Кітаю рабіць, што ён запланаваў у Тайвані, Пуціну, што ён запланаваў у Расіі і іншым і дыктатарам, і што яны там запланавалі сабе ў сваіх планах. Ну, я вам хочу сказать, что это давно стало ясно уже по поводу Соединенных Штатов и Ближнего Востока, тогда, когда мы с вами были свидетелями позорного бегства американцев из Афганистана. Вот после этого, этих ужасных картин, вы помните Кабульский аэропорт, вы помните эту картину? 21 год, по-моему, был, лето 21 года. Вот. Мне кажется, что после этого Путин и все остальные приняли для себя решение или вывод сделали, что, в принципе, с ними так можно. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, уже не является сюрпризом. Не является сюрпризом. Другое дело, конечно, Трамп изображал из себя какого-то там сильного парня, да, но что касается Кремля и Пекина, они в общем и целом, я думаю, для себя сделали вывод давно, а это касается именно Ближнего Востока. С Ближним Востоком сладить очень тяжело. Никто не может, включая Китай и Россию. Они это знают и особо туда не вовлекаются, только там подстрекают или там дают разведданные иранцам, чтобы те уничтожали американские военные корабли. Кстати говоря, по поводу этого скандал назревает. Например, в Сенате были закрытые слушания относительно этого, там потом выходили и выступали, особенно, конечно, демократы не стеснялись, говорили, что вы что делаете вообще в принципе, да, вы подставляете своих же, почему не занимаетесь расследованием того, что делают русские в отношении этой войны. Они предоставляют разведданные точного местонахождения американских военных там баз, кораблей там, и так далее и тому подобное. Такая кооперация, да, и Трамп ничего с этим не делает. Он просто говорит, я не знаю, ну, может быть, и так далее. Но это не ответ. В конечном итоге, вот то, о чем вы говорите, так можно обходиться с Америкой, это уже случилось. Такой вывод уже был сделан в 2021 году, и недаром широкомасштабное вторжение произошло в 2022 году. Я думаю, в том числе и потому, что русские решили, что в общем и целом американцы не так страшны, как их малюют. Вот. А как бы эта компания, она просто лишний раз подтверждает, очень много оружия, большая огневая мощь, но результат с Ближним Востоком всегда будет неоднозначный. Неоднозначный. Поэтому, ну да, такая... Еще раз, лишний раз подтвердили как бы ограниченность возможностей любой супердержавы, если она влезет на Ближний Восток. Любой. Это касается всех и во все времена. Я вам говорила еще на предыдущем стриме известную британскую колониальную мудрость. На Ближний Восток войти легко, а вот выйти из него трудно. Практически невозможно. Вот, собственно. Ну як, вон амерыканцы показалі в Афганістане, як можна выйсці. Дарэчы, прачытаў такі сумны, але дастаткова добры жарт, што у ЗША спатрэбілася 20 гадоў на тое, каб у Афганістане звергнуць уладу Талібана і зрабіць так, каб да улады у Афганістане прыйшоў Талібан. Вот. А для того, каб звергнуць аднаго Хаменеі, а прыйшоў другі Хаменеі у Іране, ім спатрэбілася ўсяго 9 дзён. Зрабілі, бачыце, высновы. Хутчэй. Я хотела бы вот здесь вот, ну, я бы не стала, как это сказать, язвить относительно американской политики в Афганистане, потому что там много чего делалось и неплохого. Проблема заключается в другом, в том, что местное общество, да, в данном случае афганское общество, оно отторгает любых чужаков, любых, и за ценой они не постоят. И вопрос не в технологиях, вопрос, как один говорил мой знакомый американский профессор, как завоевать их сердца. Ответ
Никак. Таким образом нет. С помощью оружия вы не можете завоевать их сердца. Хотя американцы в свое время сделали много хорошего. И я хочу сказать, американское присутствие в Афганистане, в отличие от советского присутствия, если там Советский Союз, вы помните, ввел свои войска в 1979 году, ну, там, в полной мере развернулся в 80-м году, и выведены были войска в 89 году 10 лет, 1 000 000 погибших афганских мирных граждан, и якобы 15 тысяч советских солдат. Так вот, что касается присутствия Соединенных Штатов в Афганистане с 2001 по 2021 год, 20 лет, за 20 лет количество погибших мирных граждан, там, я не знаю, по-моему, в 3 раза, если не больше, меньше, чем советская оккупация. То есть они действовали гораздо более осторожнее, наверное, скажем так. Афганистан демонстрировал определенные успехи, в том числе и в области гражданских прав. Но сейчас вы знаете, что Афганистан является, как там выразился Верховный комиссар ООН по правам человека, кладбищем прав человека. Поэтому дело не в эффективной стратегии США или Советского Союза или Великобритании. Нет, дело не в этом. Дело в том, что все чужое отторгается. Для этого надо понимать, вот в том числе, что такое ислам, что такое джихад, почему это так происходит, почему происходит такое отторжение. Тут ответ на этот вопрос не такой на самом деле простой. Вот они такие тупые, не знали и полезли. Да нет же. Дело не в этом. Там есть специалисты, у них были прекрасные планы, там, я сама эти планы читала, рассказывала, какие у них стратегии. На бумаге все было хорошо, но имплементация с этим населением, с этим обществом, она требует совсем других вещей. Точно не прихода с оружием в руках. Как только вы приходите с оружием в руках, моментально меняется отношение в обществе. Моментально. Ну так, да. Ну, дарэчы, давайте как бы такі невялічкі каментар з майго боку. Там я пачытаў таксама інфармацыю, што за гэтыя 20 гадоў у Афганістане больш за 1 трыльён долараў было патрачана з бюджэта ЗША. Так вось, кажуць злыя языкі, як говорится, што пераважная большасць, ну, пераважная, не пераважная, но вельмі шмат з гэтага трыльёна, а потым апынулася дзесьці там у Арабскіх Эміратах, і вот это вот палова Дубаяў, небаскробаў былі пабудаваныя на тыя грошы. Я вам больше скажу. Советское присутствие в Афганистане, но я не то чтобы защищаю американцев, тут как бы одно последствие лучше другого. Да? Советское присутствие в Афганистане привело к тому, что Афганистан переориентировался в своей экономике на производство опиумного мака. Переориентация на промышленных масштабах производства опиумного мака произошло именно в годы советской оккупации. Поэтому все хороши. Вот все хороши. Это да. Ну, шкада толькі што не ўсе выйгралі ад гэта. Давайте звернемся да беларускай тэмы, тым больш што сапраўды актуальная навіна прыйшла, але я тут трошку здалёк пачну. Так бы напярэдадні 8 сакавіка Лукашенко гуманнасць сваю праявіў, гуманітарны трэк, вызваліў 15 палітвязняў, ну 18 чалавек агулам, нібыта 15 палітвязняў, імёны, правда, не ведаем, таму толькі давяраем таму, што было сказана у лукашэнкаўскіх тэлеграм-каналах і гэтак далей. Каментуючы гэтую навіну, Коул напісаў: молодец, Александр Григорьевич, но вообще-то Трамп загадаў мне дамагчыся вызвалення 1000. І вось стала, ну, больш за 1000. І вось стала вядома, што 19-го прайшло не так шмат часу, а ўжо анансаваны на 19 сакавіка візіт Коула ў Мінск. Чаго чакаць? З якім пакетам, з якой прапановай, з якой дамовай да Лукашэнкі можа ехаць Коул? Я так зразумела, что по предыдущим кейсам, что формула санкций в обмен на политзневоленых, эта формула будет працаваць. Не ведаю, якія санкцыі ў гэтым выпадку будуць як бы адменены. Но я так зразумела, что рыхтуецца нешта важнае.
Насамрэч, я таксама чула, што будзе вызвалення больш чым 100 чалавек, нават, мабыць, 200 чалавек. Вось, і што, ну, як бы у абмен будзе таксама нейкія санкцыі будуць адменены, а мабыць, можа і нават вось гэта так званая нармалізацыя адносін можа таксама і адбыцца. Я маю на ўвазе пашырэнне штата пасольства ці нешта у гэтым родзе. Не ведаю, таму што ўсё як бы пакрыта тайнай. Ну, паглядзім, што будзе, якія будуць вынікі гэтага візіту. Будзем спадзявацца, што людзей будуць пускаць, можа нават з дакументамі, но гэта вось як бы такое аддзельнае, да, сепаратнае такое пытанне адносна дакументаў і адносна вось гэтай праблемы. Ну і што датычыцца праблемы адносна дэпартацыі, таму што это не вызваленне ў поўным сэнсе, это насамрэч дэпартацыя. Мабыць, кагосьці змогуць як бы аставіць, хто-то можа застацца, но насамрэч я так не мяркую. Я думаю, што ўсіх дэпартуюць, ну, вызваленых. Паглядзім, што будзе, хто будзе, вось, як там будзе развівацца. Но мы зараз з вами бачым, як бы ўсё працуе ў штатным рэжыме. Кожныя 3 месяца адбываецца хваля вызвалення, ну, вызвалення, дэпартацыі, вызвалення. Вось, палізняволеных. Ну, значит, есть какой-то там, я не знаю, план, как-то там таймлайн есть у них, да, и они пока придерживаются его. Вот. Апошняе было у снежні 25-го года, зараз мы чакаем, што нешта адбудзецца ў сакавіку. Вось гэта 3 месяца таксама. Але тут некалькі момантаў, просто ваше меркаванне. Я разумею, што інфармацыі няма, гэта просто как бы, ну, такія там гаданні, але ведаючы ўсё ж таки, якія санкцыі былі з боку ЗША уведзеныя. ЗША ж адказвае толькі за свае санкцыі, яна ж там не можа здымаць еўрапейскія там ці што-нибудь абыходзіць там нейкім чынам іх. З таго, што засталося з важнага, мізнятага, што можна аддаць за вялікую групу палітвязняў, что гэта можа быць? Я так мяркую, што, па-першае, што бы хацеў Лукашенко. Ён хацеў бы, конечно, там банкаўскія санкцыі. Но я не упэўнена ў тым, што банкаўскія санкцыі будуць на гэтым этапе адменены. Таму што гэта такі моцны козырь, які павінен быць, з майго пункту гледжання, ён павінен быць напрыканцы гэтага працэса. Ось, а што будзе, я не ведаю. Не ведаю, мабыць, нешта, што датычыцца там, я не ведаю, нафты, нафтапрадуктаў. Мабыць, нешта іншае, вось пра нармалізацыю адносін. Ну, там я зразумела так, што Кол і яго дапамагаты з боку дзярждэпартаменту, яны рыхтуюць нешта, яны разглядаюць усялікія там варыянты, і яны едуць з прапановамі насамрэч. І тыя, хто зараз знаходзіцца ў Менску, яны ведаюць гэтыя прапановы. Я думаю, што там гэты як бы контакт, ён пастаянны, ён не прерывается. Другое дело, что вот они нуждаются в одобрении Лукашенко, и когда Лукашенко говорит «да», и тогда запускается этот процесс уже. Я имею в виду вызволение и депортации, насамрэч. Ну, правильно піша панначка, по 100 чалавек раз на 3 месяцы хопіць на 3 года, не улічваючы новых. Ну, это сапраўды, это калі там 100, ну нават 200, але рэпрэсіі не спыняюцца, затрыманні працягваюцца, і гэта не кажучы пра новых, а некаторыя мы даведаваемся толькі цяпер, ці толькі цяпер прызнаюцца палітвязнямі тыя, хто быў затрыманы яшчэ 2-3 гады таму. То вот это вот уся машина працягвае працаваць, і працэс можа быць бясконцы. Ну, не ведаю, ничего вечного не бывает. Нет, временное бывает вечным. Это тоже восточная мудрость. Ну, не только, да.
Ну, то есть, да, это понятно. Но здесь я думаю, что они все-таки тоже понимают, ну, тоже не глупые люди, они понимают. Вопрос, какие у них цели в этой связи. Если их цель заключается в том, чтобы, ну, вот, слыть, да, буквально гуманистами, да, и это эффектное, как бы, такой пиар, в том числе и для американской администрации, для Трампа, что вот он продолжает освобождать людей, да, вот там как бы не сильно вникают эти самые медиа в то, что как бы на самом деле там пополняются ряды, да, политзневоленных. Но вот он в таком выгодном свете, и в данном отношении как бы ни демократическая, ни республиканская партия, никто по этому поводу не критикует. Это как бы консенсусное вообще такое решение. Это первое. Второе, недаром он все время говорит про 1000, и, видите, эта цифра все равно не меняется. Вот. Я думаю, что они это видят, и я думаю, что они в конечном итоге вот эти там какие-то самые желанные, да, санкции, которые имеется в виду, которые надо отменить, они, я думаю, что они их оставят на конец. Наконец. Вот что значит конец, это Вот большой вопрос. самое галоўнае пытанне. Это как раз к вопросу о той войне, которую сейчас ведут Соединенные Штаты в Персидской затоке. А вообще, в принципе, как это сказать, каково видение вот этих процессов? Оно тактическое или стратегическое? Это большой вопрос. И мне так кажется, что тут скорее больше доминируют тактические соображения, чем стратегические. Ну и Стратегические, они непопулярные. Вот, знаете, я просто здесь хочу нашим слушателям сказать. Вы, наверное, сами видите, как популярным бывает тактическое, эффектное решение, и как оно может превратиться в неэффективное с точки зрения стратегии. Это касается в том числе этой войны Соединенных Штатов в Иране. Это отчасти касается Венесуэлы, ведь в Венесуэле режим не изменился. Там, конечно, все происходит в гораздо более успешном направлении, чем в Иране. Но тем не менее. Почему? Потому что Трамп любит показать эффектный какой-то результат. Сейчас это может обеспечить только тактический успех. Но стратегически это сомнительно выглядит в перспективе. Вот я про эту войну. Поэтому касаемо освобождения политзаключенных, у меня тоже такой же вопрос. На завершэнне трошечку закальцоўваючы ваши словы про тое, что как бы уже не асабліва там, скажем так, бояться пагроз Трампа там ці звяртаюць на іх увагу. Вот перад нашай з вами размовай у нас тут в эфиры была размова с Павлом Усовым, і ён сказаў, таксама каментуючы прыезд Коула, ён сказаў, что ну цяпер пасля Ірана, пасля лёсу Хамейні у амерыканскага боку ёсць магчымасці для такого псіхалагічнага ціску на Лукашэнку, што яны могуць прадаўліваць свае патрабаванні і гэтак далей. Сапраўды ёсць? Ці Лукашенко у такой позиции, что можно сказать, ведаешь, знаешь, что Коул? Да пошел ты вот со своими там потребованиями от Трампа. Ну, пока пошел нет, навряд ли, но да, я думаю, во-первых, ему неприятно, но Беларусь, в отличие от Ирана, находится под ядерным зонтиком России. Американцам это хорошо известно. В этом отличие. Я думаю, это отличие Лукашенко знает лучше, чем даже мы с вами. Поэтому он может сделать вид, что он испугался. На самом деле, я думаю, он хорошо просчитывает. Другое дело, что если Россия ослабнет до такой степени, что она не сможет, там, я не знаю, реализовывать свои какие-то там интересы, как россияне говорят, в ближнем зарубежье, тогда да. Вот. Но сейчас ситуация не совсем такая. Хотя все выглядит достаточно угрожающим. Это мы должны с вами знать, на каком уровне находится его как-то там уровень страха, да, буквально экзистенциальным. Что для него является более пугающим. Да. А вот с моей точки зрения, если бы режим свергли в Иране, а сейчас пока положить-то нечего, понимаете? Не свергли. Не свергли. Вот в чем дело. Вот если бы свергли, да. Убили, да, это страшно. Это как бы картина нехорошая, неприятная. Я не думаю, что ему приятно.
Вот, но режим не свергли. Он пока еще стоит. Вот, поэтому пока насчет психологического давления. Хотя, конечно, да, это выглядит как такая, как это сказать, угроза реальная, особенно что касается после Мадуро. Это, в общем, выглядело, да. Но я не думаю, что Лукашенко до такой степени дурачок. Не сейчас, не тогда, когда Россия находится на подъеме развития своего военно-промышленного комплекса. Они подписали договор о гарантиях безопасности, речь идет о размещении орешника на территории Республики Беларусь и вообще. Вот. Но в целом, да, это все говорит о дестабилизации мировой системы. А в условиях дестабилизации мировой системы международных отношений в мировом масштабе, да, это в первую очередь угроза для правительств стран со средней экономикой, со средней территорией и средней численностью населения. Потому что сталкиваются в условиях нестабильности великие державы, в кавычках великие, ну, большие, да, вот, у которых есть свое ядерное оружие, большое население, огромный там экономический потенциал, они могут воевать, черт знает сколько там лет, да, вот. А средние, малые страны, они в условиях дестабилизации системы международных отношений, они автоматически становятся целями, жертвами и объектами. И в этих условиях, да, конечно, Лукашенко не должен себя чувствовать в полной безопасности. А то завтра Путину придет на ум, что вот для защиты Беларуси надо ввести войска и в конечном итоге присоединить Беларусь к России. Навряд ли это понравится Лукашенко. Вот тут такая игра, я думаю, что с моей точки зрения. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся с нашай шаноўнай эксперткай па міжнароднай палітыцы, кандыдаткай гістарычных навук Розай Турабекавай. Я яшчэ раз нагадываю про тое, что яе лекцыі пра іслам выйдуць на яе тэлеграм-канале у красавіку месяцу. Не так уже доўга засталося чакаць, таму подписывайтеся. Не забывайте подписываться на яе сацыяльныя сеткі, тэлеграм-канал, трэцы, все астатняе. Ну и YouTube канал Еврорада. Кожны тыдзень мы сустракаемся со спадарыняй Розай, так что подписывайтесь, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, и падтрымлівайте нашу працу. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.